Mr. Viktor Guminsky from Belarus. Уважаемые коллеги, Стамбульская сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ воистину станет знаменательным событием в политической жизни всего региона ОБСЕ. Выступление на Стамбульской сессии министра иностранных дел Турции доктора Давутоглу, в частности его слова о том, что Стамбул являлся столицей империи, оно навело на очень хорошие размышления. То есть Министерство иностранных дел Турции признает, что Стамбул, Константинополь, Царьград, будучи столицей Римской империи, Византийской, Восточно-Римской, Латинской и Отtomанской империи, является сосредоточием христианской и мусульманской цивилизации. Это навело меня на очень добрые мысли. Я вспомнил, как в 1970 году Вилли Брандт, посещая памятник героям Варшавского восстания в гетто, рухнул на колени, скрестил руки на груди и склонил голову. С этого дня началось великое примирение между немецким и еврейским народами. Я вспомнил, как в 1997 году король Хусейн ибн Талал лично участвовал на похоронах еврейских детей, которые были обстреляны иорданским солдатом. Представители авраамических религий, с одной стороны, дальний предок пророка Мухаммеда, король Хусейн II, Хусейн Абдалла ибн Талал, и еврейские родители молились одни на Коране, другие на Торе. Я эти истории вовсе не случайно рассказываю. Я хочу напомнить, как великий поляк Карол Войтыла еще в 1962 году вместе с группой польских епископов во Втором Ватиканском соборе обратился к коллегам из католической церкви Германии, сказав: «Мы прощаем и просим прощения». Я вспомнил, как в 2008 году Хасан Джемал, внук убийцы армянского народа Джемала Паши, который турецкий трибунал, султанский трибунал Мехмеда VI приговорил к смертной казни, посетил мемориал жертвам геноцида и склонил свою голову. Я вспомнил, как в 2009 году президент Армении Серж Сарксян, казалось бы, тоже поступил так, как польские епископы, сказав следующее: санкционировав подписание армяно-турецких протоколов о нормализации отношений. Напомню, что Вилли Брандт спустя год после своего этого великого жеста был удостоен звания лауреата Нобелевской премии мира. Казалось бы, эти примеры великих наших современников подсказывают, что настала пора именно склонить голову, именно встать на колени и просить прощения. Когда Вилли Брандт попросил прощения, на следующий день вся мировая пресса писала, что на колени встал не тот, кто должен был встать. То же самое может повториться и сейчас. Мы надеемся на мудрость турецкого руководства, которое попросит прощения за убийство сотен и тысяч армян, за геноцид армян в Османской империи. Спасибо.